Добрый день. Позвольте открыть нашу дискуссию сегодняшнюю, очень актуальную. И это далеко не первая встреча с нами, с вами по поводу того, что происходит в стране. Сегодня мы хотим поговорить о том, что происходит в партстроительстве. И о такой тенденции, которая преобладала всегда, но сегодня особенно, те консолидации, те торги, возможность входа в политику новых, молодых ребят. И очень бурная дискуссия об этом в социальных сетях. Я предлагаю поговорить об этом сегодня с вами по поводу технических моментов. Когда кто-то из спикеров будет говорить, пожалуйста, включайте микрофон. А когда он не говорит, можно выключать, потому что там могут быть различные звуки, отвлекать. Это первый момент. И сейчас я предлагаю высказаться. У нас 5 интереснейших спикеров. Это мы так назвали искушенные наблюдатели, это партстроители, и это молодые люди, относительно молодые люди, которые сейчас активно уже вошли или входят в политику. Тема открыта. Первое слово я хочу предложить Эмилию Металееву. Зная, как давно, как пристально вы наблюдаете за тем, что происходит в нашем истеблишменте, в нашем политическом истеблишменте. Что вы видите, как вы это чувствуете и как вы к этому относитесь? Первое. Спасибо большое, но к разговору было трудно чувствовать себя готовым. Очень много, о чем мы сейчас размышляем, дискутируем, и все это происходит на ходу, несмотря на то, что, казалось бы, мы много лет читали, рассуждали, готовились. Но, тем не менее, каждые выборы, они уникальные, и сегодняшние выборы в Кыргызской республике, в истории Кыргызской республики, они будут одними из самых-самых ярких, исторических, должны быть. Что случится, мы еще посмотрим, но должны быть, по идее, в зависимости от внутренних процессов и в зависимости от внешних процессов. И тот кризис, который накалился внутри нашей страны, и кризис глобальный, они сейчас должны создать тот хаос, во время которого либо все порушится, либо что-то возникнет, то, что даст нам надежду на то, чтобы видеть свет в конце туннеля. Теперь насчет темы. Очень интересная тема, конечно. Не знаю, кого она заинтриговала, сколько человек сейчас к нам присоединилось и смотрит нас, но меня она коробила. Я не соглашался с ней, и, кажется, я сегодня только нашел ответ, почему я не соглашался, потому что мы всегда идем на поводу у обстоятельств и, в общем-то, у своих оппонентов. И нельзя сейчас зацикливаться на формах. Дело в том, что эти люди, или вот то, что дискуссия развернулась вокруг этих людей, вокруг молодых людей, вокруг людей с каким-то бэкграундом, полным или неполным, позитивным или еще не наполнившимся, или кто-то дискредитирует их, кто-то надеется на них. Дело в том, что речь идет о доверии. И всегда все режимы пытаются имитировать доверие. Я помню, в советское время оркестры с утра, флаги, транспаранты, а потом печенье и лимонад. И ура! Вся власть советом. Ну, на самом деле была это очень серьезная имитация, где все мы получали мизер, а власть придержащая проводила свое решение, создав театр абсурда и театр как будто бы легитимности. Сейчас у нас в стране легитимность очень-очень близка к дну. Легитимность политического мнения, политической повестки, политических сил и политических предложений. И вот, на мой взгляд, речь идет именно о легитимности. Все, кто-то осознанно, на научной основе, кто-то на основе опыта,
эмпирическим путем пришел к этому. Мы, может быть, потом проговорим, какие политики пытаются это делать. Как раз те, которые первыми подтянули себе молодых коллег. А кто-то все равно без науки, без эмпирического опыта, но там как бы кожей чувствует, что что-то не так. И пытается создавать антураж из лиц, которые менее дискредитированы и менее известны. Но их можно будет все время называть молодыми. Или с помощью какой-нибудь рекламной кампании раскручивать так, чтобы люди подумали: Бартрою, Джастер и так далее. То есть обмануть людей, обманывали, обманывают, и, наверное, будут обманывать, но вопрос до какой степени и как много людей. Так вот, речь о легитимности. Речь о легитимности и выборы в Джамхур-Кеш – это легализация. Легализация, легальное оформление, юридическое оформление того доверия, которое сегодня отсутствует, но с которым сейчас все начали заигрывать. И в этом смысле мне даже это нравится. Мне даже нравится, что есть такой голод на легитимность, на доверие людей. И вот во время этого доверия людей или отсутствия доверия людей, или такого странного местечкового нашего голода на доверие, на легитимность, вдруг начинают возникать новые идеи, а люди, молодые люди, это носители этих идей. И вот здесь самое главное, самое главное. Мы должны уже позавчера говорить об идеях, и во вторую очередь о тех, кто носитель этой идеи, о том, что они предлагают сегодня и завтра, для сегодня и завтра, и что они для этого сделали вчера, чтобы подкрепить или заявить о необходимости доверия к ним. И вот мы, гражданское общество, в первую очередь, мы все время обманываемся, и мы имеем реактивную позицию, и иногда нас отвлекают, в том числе на какие-то формы. На самом деле мы должны пытаться, это политики должны делать, но вместе с политиками гражданского общества мы должны создавать самое главное, самую главную идею, ради чего это борьба за власть. Что от этого ждет народ? Сейчас же ведь очень многие комментарии про этих молодых политиков или про старых политиков только вокруг декларации об имуществе. Что неплохо, но слишком примитивно. И тогда, если позволите, я сейчас тогда назову 4 вещи, которые хотелось бы, чтобы мы пытались учиться расчленять среди них или узнавать среди них, кто из них за то, чтобы у кыргызов было максимальное количество друзей на всем земном шаре. Вот в таком закутке, закрытом, я помню, до 91-го года мы были очень закрытой зоной в подбрюшье Советского Союза. Мы будем оставаться или мы будем бороться за то, чтобы обретать большое количество людей, большое количество друзей. А большое количество друзей – это и есть ради чего мы пытались отправлять детей на учебу, мы пытались торговать, мы пытались строить международные отношения. И только это может помочь нам приблизиться к общечеловеческим ценностям и достижениям. Второе. Кто из них, из этих политиков, и неважно при этом молодой политик, женщина, старый мужчина, неважно, кто из них осознал, что бесконечно киндиги кезильвей джуревера албайвас. Мы до сих пор привязаны к империи, которая когда-то последние 100-150 лет, в общем-то, принуждала нас существовать в определенных официальных границах и рамках государственности. И сегодняшняя наша граница и сегодняшняя наша государственность – это то, откуда мы выпачкались. Но надо уметь признавать, что колониальная жизнь, будучи колонией, это совсем другое, чем строить свою государственность и защищать свою независимость и свой суверенитет. Третье, это об этом больше говорят,
это сокращение государственного аппарата, поскольку нам достался государственный аппарат из коммунистического тоталитарного режима, когда вся собственность была в руках государства. И вот когда вся собственность, все земли, вся наша жизнь, все было в руках государства, какой-то аппарат, который неэффективным оказался, он был. Но сегодня никакая логика не объясняет его целесообразность. Но зато это порождает коррупцию, и это лишает людей надежды на свои права, на свои свободы и на возможность иметь, ну, в общем, не преклоняться перед властью и не сидеть и не стоять на коленях перед государством, а наоборот, чтобы страна могла контролировать свое государство. И последнее, на чем я остановлюсь пока, последнее — это правоохранительные органы. Они нам достались со времен НКВД. Со времен 1917 года, когда наступила диктатура пролетариата, гражданская война и вооруженные силы, которые для достижения своей власти применяли очень обильно оружие и пускали кровь одной части своего народа. И вот сейчас разворачивается дискуссия очень важная, хорошая, про басмачей. Ну, да, не сразу, конечно, никогда был пионером и никогда был комсомольцем, но все-таки осознание того, что эти басмачи, скорее всего, и не были враги, а наоборот защитники своей земли и своего населения, своих родных, близких, своего народа, оно приходило постепенно, как бы пробираясь через гущу лжи, обмана и пропаганды. Так вот, сегодня хотим ли мы иметь правоохранительные органы, которые являются репрессивным аппаратом подавления своего же населения в угоду властьпридержащих, или она будет в первую очередь защищать своих людей, свой народ, свое население, и, наконец-то, может быть, мы присоединимся к тем странам, которые считают, что человеческая жизнь — это есть главное, ради чего нам есть смысл друг с другом объединяться и работать с государством. Эмиль, спасибо большое. Ну, вы дали такое расширенное видение, в чем мы бы хотели видеть участие политика вообще, и молодых в том числе. Я передаю слово Кларе Суранкуловой, судье Конституционной палаты, сегодня активному такому гражданину. Бывшему судье, Эльмир. Я не говорю такие вещи, оставим все так, как есть. Клар, пожалуйста. Спасибо, Эльмир, за интересную тему. Ты вообще умеешь там такие, как бы тебе сказать, находить особенно вот эти названия, да, для темы. И очень интересно, тем более ты сама вначале сказала, что эта тема очень дискутируемая. Я просто хочу начать с 2010 года. Одним из вот этих причин, почему была создана именно такая конструкция, да, конституционная конструкция народного представительства и построена на партийной основе. Здесь одна из причин заключалась именно в том, чтобы все больше и больше людей вовлекались в политическую жизнь. Я вот помню, что это многократно проговаривалось, когда было конституционное совещание, и как бы мы ожидали, что вот эта политическая активность молодежи, которую мы, в принципе, наблюдали в 2010 году тоже, да, что она будет вовлекаться вот в какие-то такие легитимные формы, что это будут уже организации, то есть были ожидания, это была такая постреволюционная эйфория, и были, конечно, надежды, что политическая борьба будет в таких цивилизованных формах происходить, и что в течение 10 лет, почему вот до 2020 года мы ставили себе задачу, что до 2020 года изменения в Конституцию вносить нельзя, да? То есть были такие ожидания, что за 10 лет произойдет естественная смена политических элит.
Но, к сожалению, я сейчас не буду причины объяснять, они лежат и в объективной плоскости, они лежат и в субъективной плоскости, да? Этого не произошло. То есть сегодня мы уже можем сделать какую-то ревизию и ответить на эти вопросы. Вот те ожидания, которые были в 2010 году, и они были вполне оправданы, обоснованы, да? Постреволюционные наши ожидания, оправдались они или нет? Сбылись ли наши надежды, сбылись ли наши мечты, или это просто оказалось пустой иллюзией. Да? Сегодня мы уже можем в определенной степени на этот вопрос ответить. Ну и, конечно, самое печальное, что мы так и не увидели никакого обновления элит. Сегодня мы опять видим вот этот же запрос. Да, он сегодня тоже уже, если тогда это был постреволюционное вот это ожидание, сегодня я это чувствую как какое-то предреволюционное ожидание. Да? Вот когда, помните, мы проходили марксизм-ленинизм, когда нам говорили, да, когда вот старое начинает тормозить прогресс, и вот именно здесь я вот как бы вижу, что, ну, не знаю, язык мне не поворачивается назвать элитой, но давайте как условно ее назовем, да, и я понимаю, что один из факторов, который не позволяет нам прогрессировать во всех отношениях, это именно вот эта когорта, старая когорта политиков, которые сегодня имеют ресурсы, которые имеют сегодня все ресурсы, и которые сегодня очень сильно влияют на политическую ситуацию. Поэтому вот эти ожидания общества, особенно, по-моему, подогретые. Звук пропал. Я извиняюсь, вы меня слышите? И давно вы меня не слышите? Минуту. Слышно? Меня Да. слышно? Да. Так, на каком месте вы меня не слышите? Последние 15 секунд не слышно было. Последние 15 секунд, да. И вы знаете, я бы не сказала, что есть какие-то именно возрастные ожидания, да? Вот просто хочется обновлений, просто хочется новых лиц. Не именно молодых лиц, просто хочется новых лиц. Но есть понимание того, что вот я могу сказать о своем поколении, да, там, мое поколение, когда начались процессы демократизации 90-е годы, это как раз вот самый такой был возраст, начало такой как бы активной социализации, 20 с лишним, да, 20 с лишним лет, 30 лет прошло, за это время уже у меня внуки появились, и вот я смотрю на свое поколение, вот, и я думаю, вот насколько мое поколение, вот сейчас, поколение 50-летних, да, которые, в принципе, и всю вот эту самую активную жизнь прожили вот в этих условиях последние 30 лет, да, и я смотрю на них и думаю, смогут ли они, вот сегодня, да, казалось бы, это как раз такой возраст зрелый, когда это поколение должно брать управление государством в свои руки, когда именно они это как бы естественным образом, мы к этому возрасту подходим к какому-то пику карьеры, да, я вот смотрю, многие же из них занимали высокие должности, были генеральные прокуроры, были судьи, многие сейчас занимают такие должности, министры были вот именно, скажем, из моих однокурсников, юристов, да, и я, например, могу сказать точно, что я несколько дней вот думала над этим, да, и вы знаете, самое печальное, что, да, я лично никого не вижу, но это абсолютно не значит, что их нет. Поэтому есть запрос именно на новые лица. У меня, например, да, я считаю, что должны быть какие-то новые лица, и я думаю, что и среди старшего поколения есть люди, которые могли бы этим требованиям отвечать. Что касается вот этих обсуждений, вот относительно этого объединения, я могу сказать вам откровенно, меня это немножко разочаровало. Меня это разочаровало в каком плане? Потому что вот мы говорим, молодежь, я не знаю, сколько Тилеку лет, но, например, Сейтек разве молодежь, Джана Ракаев разве молодежь, я бы не отнесла их вот категории вот совсем таких молодых людей, которые вот только появились, да, и которым нужно какое-то наставничество. Я воспринимала их как довольно зрелых людей, и когда они пошли как бы самостоятельно, объявили о том, что это партия, там такая была громкая презентация, да, что там митинги ваши, там еще там где-то, то есть это было настолько
так громко презентовано, и я подумала, наконец-то молодцы, да, что они созрели. И вот когда вдруг оказалось, что им нужны наставники, я восприняла это как инфантилизм, как бы это ни было обидно, но это инфантильность, да, это политическая инфантильность, и в какой-то степени это отсутствие, вот Эмиль Беккер всегда говорит, да, что для того, чтобы вот сегодня идти в политику, нужен дух. Вот эти слова очень глубоко запали, он как-то говорил это на какой-то встрече, и очень глубоко в мою душу запали. И вот когда я посмотрела на этих людей, я поняла, что они не соответствуют вот этому критерию, металлийскому критерию, да, что сегодня не имеет, не столь важно, насколько они образованы, там, да, сколько они там вузов закончили, либеральный или не либеральный, просто нужен дух, потому что за весь вот этот период, особенно последние 5 лет, мы видим абсолютно, как бы вам сказать, абсолютно безвольных людей, это просто амебы, которые подстраиваются под ситуацию, да, которые ради своих личных интересов предают интересы страны. И вот действительно я понимаю, что сегодня в политической арене я уже не говорю вот то, что я вначале сказала, мне не важно, это молодой человек будет или не молодой, да? Мне важно, чтобы это были люди с духом. И я их не вижу сейчас. Я просто вот как бы все равно вот так присматриваешь, следующее поколение растет, это поколение лучше, да, они гораздо образованнее, они очень много знают. Вот когда была одна очередная поездка среди таких прогрессивных молодых людей, я вот тогда такой у меня возник пиетет к ним, да, я думаю, какие они образованные. Но вот не хватает, знаете, вот этой дерзости, да, вот кто говорил, какая-то гнилость вот это есть, интеллигенция или что, вот этого балконства, не могу понять, да, но вот этого духа нету, и вот этот дух, сегодня я считаю, что в обществе востребованы именно такие духовитые люди, и, к сожалению, те люди, о которых я думала, что да, у них есть такие качества, я сегодня в них очень сильно разочарована. Ладно, спасибо большое. Вот попробуем разделить нашу сегодня дискуссию, по крайней мере, выступление спикеров на 2 части. Выступление Эмиля Металиева и Клары Суренполовой, как, скажем так, искушенных наблюдателей. И прежде чем дать слово 3 другим спикерам, Улану, Мирсулджану, Телеку, я хочу сказать про один момент. Если мы говорим про молодежь в политике, есть такой феномен политики, когда человек становится публичным более-менее, общество его присваивает. И оно считает, что оно может оценивать и выражать свои эмоции по отношению к нему. Например, падает рейтинг человека, общество начинает стенать и так далее. И сегодня, когда мы говорим, что, с одной стороны, качество политики очень катастрофически низкое, когда мы видим, что качество парламента катастрофически низкое, и законы наши просто драконовские, от этого зависит наша жизнь, наше будущее, и мы хотим, есть запрос на молодые лица, при этом, когда происходят какие-то компромиссные ситуации, когда молодые люди действительно, пытаясь войти в политику, используют любой инструмент, что происходит? Мы относимся к этим молодым людям условно. Как, знаете, как вот мы хотим, чтобы они свою целомудренность сохранили, и при этом, чтобы у них еще и дети появились. Потому что нам нужны изменения. И мы их критикуем, полоскаем в сетях и так далее. И кажется, что в этом смысле мы, общество, довольно сильно лицемерим. Потому что если мы хотим изменений, мы понимаем, что белая чистая партия у нас не случится, потому что барьер, потому что финансы, потому что многие-многие причины. И, может быть, тогда нужно использовать любой способ, чтобы запрыгнуть в этот поезд и войти в парламент, и чтобы в этом парламенте было хотя бы критическое количество людей, 10-15, чтобы мы могли видеть не чемпириков, не маянь, а грамотных, образованных людей. Но тогда нужен компромисс, может быть. Я оставляю этот вопрос и хочу передать слово Мирсулджану. Я помню Мирсулджана, увидела в 2005 году, и это был совсем юный юноша, это даже был, но поразило вот эта вера в будущее, в то движение. И на сегодняшний день можно уже, наверное, говорить про некоторую эволюцию. И сегодня, Мирсулджан, очень трудно назвать тебя молодым. Мне кажется, это тоже уже искушенный наблюдатель нашей политики.
Поделись, пожалуйста, своим мнением. Спасибо. Вот как раз тоже, когда вы меня перечислили вместе с Телеком и Уланом к другой стороне, а не к искушенным наблюдателям, я вот хотел подправить, что я остаюсь наблюдателем, но при этом наблюдателем, который ожидает чего-то. Хоть каждый раз у меня пессимизма становится больше, но все равно, да. И последние вот буквально несколько недель вся страна, по крайней мере, Бишкек, да, и вот это политическое настолько активизировалось, что теперь стало интереснее смотреть. И я согласен с вами. На самом деле даже в парламенте нынешнем есть, ну, я могу, наверное, перечислить 5 депутатов, которые весьма интересные, хорошие, близкие к нам, и которые могли бы какие-то прогрессивные вещи продвигать. Но эти 5 человек в тени 115, так называемых, ну ладно, не буду использовать это слово, депутатов, то, конечно, эта тень их закрывает полностью. И, конечно, реалистично, оптимистично 15, но вообще было бы очень здорово, если бы мы ориентировались на человек 30, да, в новом парламенте. Это получается 1/4, и это настолько большая критическая масса, что от этого зависит как внутренняя политика, внутренние полиси, да, которые будут, так и внешние, насколько мы будем беспрекословно подчиняться любым требованиям тех людей, которые считают нас субъектом своей федерации, либо мы будем говорить свое мнение, мы будем исходить из наших интересов, из интересов именно граждан Кыргызстана, да, то есть от вот этой критической массы в парламенте, в новом созыве парламента зависит очень многое, на мой взгляд. И в этом контексте я также согласен с тем, что сейчас, хотя есть такое вот даже среди нашего было, да, по крайней мере, общества, что вот было бы замечательно, если бы все эти принципиальные, ценностные люди, прогрессивные люди объединились в одно объединение и пошли бы. Конечно, это в таком идеальном варианте какой-нибудь Джон Галп бы их повел, и они бы еще и заняли бы 60 мест, например, да? Но, к сожалению, это вообще невозможно сегодня, как минимум по той простой причине, наверное, что у всех этих прогрессивных людей одна и та же аудитория, одни и те же люди их лайкают, их комментируют, их поддерживают, да? И поэтому вся страна и все разные вот эти группы и страты людей, они будут поддерживать своих, и они будут поддерживать абсолютно других людей, чем тех, кого мы хотели бы видеть, наверное. И в этом контексте я считаю, что объединение под разными блоками наших людей, под разными партиями, которые будут идти, это очень здорово, и надо идти, надо друг друга поддерживать. И я сейчас, конечно, понимаю, что это также раздробит нас, да, и наши голоса, наши позиции. Мы будем не знать, голосовать ли за эту или за ту, потому что здесь есть хороший человек, там есть хороший человек, но вместе с этим будут проходить с ними очень нехорошие, нежелательные элементы для кыргызской политики. Но, наверное, это уже может быть второй вопрос, за исключением того, что будут как минимум 1-2 партии, да, которых лично я точно не буду поддерживать, и кто присоединится именно в те партии, тоже не буду поддерживать. Просто потому, что это настолько другой уровень ценностных ориентиров и понимания, да, нынешней, я не знаю, ситуации в Кыргызстане, то, из-за чего мы страдаем. Поэтому это другой, может быть, вопрос, но есть несколько партий, которые сегодня формируют свои списки, ведут активно, да, разговоры, и мне кажется, сейчас
Мы должны, наверное, свое сердце открытым держать, при этом поддерживать каждое такое объединение, в котором есть люди, которые могут защищать нашу свободу как внутри нашей страны, так и от внешних угроз. Если меня русский опять покинул, завершая, я буквально скажу, что даже в нынешних условиях, да, например, то, что Телег, рад тебя видеть, объединился, какая-то критика есть, но эта критика, она же очень короткая, да, она сегодня-завтра, даже уже сегодня абсолютно другая тема, но самое главное, чтобы вот такие какие-то группы людей, близких по ценностям, они могли и дальше продвигать такие же ценности далее. Что касается меня, я буду выбирать, я свободен в своем выборе, кого морально поддержать и руками проголосовать. Я не иду на выборы, чтобы не подумали, да, во-первых, это вообще не жизненный ориентир, не жизненные цели. Во-вторых, зато будем сейчас смотреть, и где наших больше, где необходима поддержка, даже если это будет несколько партий, я готов поддерживать нескольких людей в разных партиях, и я уже это делаю, потому что, мне кажется, нужно, чтобы больше людей, близких к нам, оказались там, где мы хотим их видеть. Спасибо большое, Митхулян. Спасибо. Интересно, наша когорта, наша часть искушенных наблюдателей увеличивается, и может случиться так, что все остальные туда перейдут. Я хочу сказать, что с нами сейчас на этой дискуссии 29 человек. И я хочу передать слово другому искушенному наблюдателю, и не только. Я думаю, что Улан уже искушенный политик, в том числе и лидер, и человек, который провел столько митингов и управлял ими, и организовывал, наверное, уже не просто наблюдатель, а активный деятель, общественный. У нас понятие общественной деятельности до сих пор какое-то очень пространно советское, на самом деле это очень хорошее выражение. Я хочу представить Улана Юсюина, который сейчас находится у подножия гор, въезда в Нарын, но специально к нам спустился, потому что у него там большой интересный бизнес-проект, который мы посмотрим в ближайшее время. Улан, включай микрофон. Кстати, о языке вы можете все свободно говорить на английском, на кыргызском, на любом удобном вам языке. Улан, ну-ка, что там видно с большой горы, с высокой горы на Кыргызстан, на Бишкек? Поделись, пожалуйста. Салам барыңыздарга, чоң рахмат сиздерге. Аябай сонун ойлорду уктум. Чынында эле мен айта кетсем, акыркы убакыттарда ушул акыркы кошулуулардан кийин, биригүүлөрдөн, саясий оюндардан кийин аябай ойлонууда жүрөм. Акыркы убакытта бир күнгө да Бишкекке барып келгенге да убакыт болду. Ушул барып сүйлөшүп, эмне болуп атат деп маалымат алып келгенге. Мен ушул саясий чөйрөгө аралашып атканда, ушул нерселерди көрүп атканда, бир мындай бир аябай идеалдуу нерселерди көрүп алыпмын да, кыялданып алыпмын, максат коюп алыпмын, ушундай болсо керек депчи. Анан акыркы нерселер болуп аткандан кийин мен көрдүм да, мындай эч убакта биз ойлонгондой идеалдуу нерселер боло бербейт экен. Баардык нерсе убактысы келгенде өзгөрүүлөргө дуушар болот экен. Анан азыр ойлоп аткам, биз ушундай кызыктуу процессте жашап атат окшойбуз депчи. Балким мен ушул убакытта ушундай кызыктуу процессте жашап жатам. Себеп Айдана чөйрөмдө ушул тема аталгандай эле, ушул ар кандай көрсөткүчтөрдү, ар кандай нерселерди көрсөтүп коюп жатат да. Анан жалпысынан темага кайтып мындай айтып келсем, өз оюмду айтсам, ушул чын-чынына келгенде буга чейин ушул жаштар же болбосо эле ушундай жаңы жүздөр деп сүйлөшкөндө биз бир калп айтпайын 2 ай убактым ушул адамдар менен жолугушуу менен өткөн да.
Анан алар менен ушул жолугушуулар болуп жаткан убакытта ушунчалык мен көп адамдарга мындай ишеним артып, балким мен идеалдуу карап алгам да, ушул биздин саясий баалуулуктарыбыз, принциптерибиз, көз караштарыбыз бирдей, биз чын эле жаңы нерселерди алып келе алабыз, биз чын эле бир багыттарды мындай көздөп ошо максаттарга жете алабыз депчи. Бирок тилекке каршы азыркы убакытта андай нерселер болбой байкалбай жатат. Анткени балким саясий талап ушундайдыр, балким биздин жаштар ушундайдыр. Бул биринчи эле биз жаштар эч бириге албайт экен, жаңы жүздөр жаштар. Экинчи нерсе, жана Клара Сооронкулова айткандай, дух жок. Бардыгы да мындай духту байкабайсың. Анан үчүнчү нерсе, бизде ушул саясий баалуулук үчүн күрөшүү үчүн мындай калыптана элек окшойбуз да. Анткени биз убакыт өткөн сайын ушундай мудрее деп коебуз го, мындай акылмандуураак болот окшойбуз да. Азыр мындай көбүрөөк саясий баалуулукка күрөшүп, ал мындай парламентке баруу же кресло алуу эмес, бизде ушул мен ойлогом да, саясий баалуулуктар үчүн күрөшкөн жаштар келсе керек, азыр пайда болсо керек, жаман жакшы көрүнсөк дагы ушул биздин саясий көз караштарыбыз үчүн айтып, мындай конъюнктурщик болбой, бирөөнү баарын элге жагайын деп, же болбосо мындай элдин мындай алкышына татыйын эмес, мындай реалдуу өлкөбүзгө, элге керектүү сөздөрдү айтат деген үмүттөрүм бар болчу да. Азыр болсо андай эмес, мындай көбүрөөк адамдар ушу креслого же болбосо список үчүн кетип аткандыгы абдан өкүндүрөт. Бул мен үчүн өкүнүчтүү, бирок балким бул менин жеке өзүм үчүн өкүнүчтүү. Анткени балким ушунчалык ишенип алгандыкпы, же ушунчалык мындай идеалдуу болуп, реалдуулуктан алыс кетип калгандыгым үчүнбү? Анан бизде ушул демократиялык, жаштардын арасында ушундай демократиялык бир тандоолор же болбосо демократиялык бул чечимдер такыр баага ээ эмес экен да. Мисалы, кворум шайлоо, ички шайлоолор, жана ички праймерис деп коебуз го, ички тандоолор деген нерселер бизде ушул жок эмес экен да. Анткени личный амбициялар, личный баягы кызыкчылыктар баары бир өйдө туруп кетет экен. Ушул жаштардын убагында ушу жаштар дегенде ушул нерсе бизде көбүрөөк ойноп кетет окшойт да. Анткени бир кайсы бир саясий топтон же кайсы бир саясий бир партиядан күчтүүрөөк сунуш келе турган болсо, биз мындай мурунку баалуулуктар же мурунку сөздөрүбүз, айтып жүргөн принциптерибиз жокко чыгып кетет экен да. Ошон үчүн жанагы молодежный расхват деп атпайбы, жаштар ушу бириге албай четке кеткендиги да ушунданбы деп калдым. Анткени бизде бир акылмандуулук же болбосо бир принципке туруу, анан саясий баалуулукка кармануу деген нерсе жетишпегендей да. Ушул нерсени аябай байкап атам. Анткени саясий, менин кыялымда ушундай да, менин бир чоң тилектерим ушундай да. Шайлоодо барса дагы кресло алабы, албайбы, бирок ушул жаңы жүздөр, жаңы жаштар дейбизби, ушулар мындай баалуулук үчүн күрөшсө, жаман жакшы көрүнүп, элге жакпай калса дагы өзүнүн пикирин, көз карашын анан айтып турса деген бир тилектерим бар эле. Бирок азыр андай болбой эле. Анткени биз мындай конъюнктурщик болуп кеттик баарыбыз, абдан өкүнүчтүү. Анан ушун үчүн мен ойлойм, ушул жаштар азыркы убакыттарда саясий мындай чоң партияларга кирип кетип атканы же болбосо биз каалабаган бир топторго кошулуп аткандыгы дагы ушул нерсеге келип атат да. Анан баягы эми бул деле айтып атпайм, бул абдан кызыктуу процесс. Балким бул бизге керек болчу да. Балким бизге азыр маанилүү процесстер. Анткени биз биринчиден ким экенин көрүп атабыз. Бирок ошол эле убакытта биз жок, биз барбай эле коелу дегендин ордуна мындай бир эки адам биздин тилектеш, биздин оюбузга окшош адамдар кирсе деле, жана Мирсулжан айткандай, көбөйө берсе, балким бизге таш биз жакты өстөй кулайттыр да. Балким ушундай ойлор бар. Азыркы убакытта чынын айтсам, менин убагымдагы менин теңдүү жаштар үчүн абдан кызыктуу процесс болуп атат окшойт. Анткени биринчи жолу ушундай кагылып жатабыз. Анткени мурун болсо биз жөн эле катардагы шайлоочу болсок, азыр болсо биздин тең жаштар бир саясатта бир чоң бир кандай десем, бир оорду бардай сезилип баштады да. Ушул убакытта байкап отуруп, мен үчүн аябай кызыктуу процесс. Эми дагы убакыттан кийин дагы көрөбүз. Анткени мен дагы Мирсулжан айткандай азыр эч бир шайлоого же эч бир саясий топко кошулуп баруу оюм жок. Бирок сөзсүз түрдө мен активдүү болуп, ким кайсыл саясий топ менен же партия менен баалуулуктарым, көз караштарым, ойлорум туура келе турган болсо, сөзсүз түрдө мен моралдык жактан же болбосо ушундай өзүмдүн активдүүлүк жагыман колдогонго даярмын. Ошо азыр деле мен деле байкабаганда турам. Бирок бизде буюрса жеке менде максаттар 2025 жылга чоң максаттар бар. Бирок кыялым жанагындай да, саясий баалуулуктар, саясий көз караштар, принциптер
анан иш аракеттер туура келсе ошол менен алдыга жылуу деп анан кеп мен ойлойм азыркы убакта менин жеке пикиримде бул кресло же болбосо парламентке кирүү азыр маанилүү эмес, балким азыр маанилүү деп аткан жаштар өзгөрүү алып келсе мен кубанычтуу болом, жөн гана ийгилик каалайм. Ошол менин оюм ушундай азыр. Рахмат, Улан. Вообще слышится такое некоторое разочарование. Уже. И это видно и по социальным сетям, и по впечатлениям, и по сегодняшней дискуссии отчасти. С одной стороны, все недовольны политикой, большинством парламента, все переживают и беспокоятся про будущее, но не все готовы идти в политику. В этом смысле я бы очень импонирует не форма того, как произошла консолидация в этом теме, а сама мысль, сама идея, что должен быть компромисс, что должны быть люди молодые. И в этом смысле импонирует дерзость, я говорю о Телеке, Тактагазиеве, та дерзость. И мы слушали ваше интервью, вы говорили о духе, как раз то, чего нам сейчас не хватает, и то, о чем сказал Улан. И, может быть, это ваш вход в политику именно связан с тем, что вы идете человек из бизнеса, человек рационального, потому что есть же люди, которые об этом очень долго говорят, и ни для кого не секрет, 99% дискуссантов из социальных сетей — это те, которые всем недовольны. Может быть, пришло время что-то изменить? Вы для нас во многом, скажем так, новое лицо. Вы не могли бы раскрыть какие-то свои мотивации? И заранее хочу сказать, что это, на мой взгляд, очень-очень-очень круто. Пожалуйста, Телек. Спасибо большое, Эльмиража, за то, что дали возможность сегодня тоже, может быть, ну, по крайней мере, таким близким ко мне людям, как Улан, как Клариджа, да, то есть вот по духу, по ценностям, может быть, где-то рассказать мотивы, почему я пошел на этот шаг, почему мы пошли на объединение. На самом деле это было очень сложным решением. Больше 2 недель ушло на то, чтобы принять решение, хотя с момента первого предложения мне давали там пару дней на то, чтобы я принял решение. И вот это вот оттягивалось. Мы оттягивали, я с командой со своей, там у нас вот политическая такая группа собралась, которая называется «Реформа», да, у нас вот есть партия «Реформа», очень много наших активистов там. И на тот момент я говорил, что это должно быть коллективным решением. Вся команда должна принимать решения. И у нас была встреча как там с Демиром Сариевым, так и вот с Текибаевым, Джанаром Акаевым. Вот. И очень сложное решение. Мы даже в какой-то момент отказались. И я начал потом еще советоваться с разными людьми, которые имеют опыт, ну, допустим, с Чолпон Джакуповой, которая была вот в парламенте, 1,5 года проработала и ушла, да. И она мне вот очень интересную мысль сказала. Говорит, политика — это всегда компромисс, это всегда ну, это искусство баланса между идеализмом, вот это романтизмом, да, и прагматизмом, что надо вот уметь держать этот баланс. Идеалисты — это те люди, которые хотят, ну, это вот как девушки, которые ищут принца на белом коне. Надо понять, что принца не существует, что никогда не будет вот этого идеального момента, и никогда не будет идеального, да, и просто нужно найти момент, и тогда, сохраняя внутри вот этот весь романтизм, но идти на какие-то компромиссы. Со многими людьми мы переговорили, и вот я принял такое у нас компромиссное решение, что я сдаю председательство в партии «Реформа». Вся команда это решение поддержала. Она сказала, хорошо, мы не идем как партия «Реформа» вместе в этот альянс, но мы делегируем тебя,
от нас, что ты туда уходишь, но как беспартийный, а партия «Реформа» будет дальше продолжать свое существование и дальше будет уже собирать свою аудиторию. Итак, вот я уже туда вот вошел как отдельное лицо, и в тот момент, когда я дал согласие, через 3 дня у нас уже состоялась презентация. Это произошло очень быстро. Честно говоря, вот эти все 3 дня, это были мучительные для меня дни. Я, не знаю, мне хотелось, каждый раз вот эти сомнения были, да. Но в тот момент, когда уже произошла презентация и уже объявили о создании этого альянса, уже все, такое ощущение было, как будто я сел на этот корабль, и все, и дальше думать, переживать уже нет причин. Теперь я объясню еще, почему именно это слияние, почему мы не объединились там с Биримдиком, Мекенем Кыргызстан, там Кыргызстан. Ну это понятно, да, то, что это партия власти и партия, которая поддерживает ту систему гнилую, которая есть сейчас. Я лично хочу, взять на себя ответственность по тому, чтобы сломать эту систему благодаря поддержке нашего гражданского общества, да. Но в оппозиционном секторе есть еще другие игроки. Там Бүтүн Кыргызстан, там Мадумаров, он славится тем, что он очень авторитарен и не идет на какие-то... то есть он очень такой, да, я не знаю, с ним очень, говорят, сложно вообще выстраивать какие-то коммуникации, о чем-то договариваться. Поэтому это не вариант. Другие кто? Других, в принципе, сильных каких-то оппозиционных блоков я не увидел. И на этих выборах мы понимаем то, что какие ресурсы будут использоваться. Это деньги, это административные ресурсы, это криминал. И вот во всех партиях, которые сейчас идут, они будут использовать вот эти 3 ресурса. То, что может противостоять вот этим 3 силам, это только дух. И я думаю, что как раз-таки те политики, которые сейчас имеются в нашем альянсе, их можно охарактеризовать вот этим, да, у них есть дух. Особенно, если мы можем говорить про того же Текебаева, который имел смелость идти против Бакиева во время Бакиева, да, имел смелость идти против сильного Атамбаева. И поэтому я думаю, то, что не совсем справедливо в отношении меня, в отношении наших вообще коллег говорить то, что у нас нет духа, что мы сдали какие-то свои позиции. Если бы мы вошли в Биримдик, если бы мы вошли в Мекенем Кыргызстан, то тогда это было бы справедливо. Но идти вместе с оппозиционной партией, которая может полностью переформатировать сейчас то, что происходит в парламенте, я думаю, что для этого тоже нужно иметь дух. И сейчас я вижу уже изнутри, уже у нас там 5 человек, да, которые мы везде коллегиально принимаем решения. Это я, Сариев, Текебаев, Джанаракаев, Мумбеков. И у нас есть прям группы, где у нас есть группы, где мы каждый день принимаем какие-то решения, каждый день мы собираемся. И я бы не сказал, что есть какое-то давление со стороны старых политиков. Да? Наоборот, я осознаю, что их методы работы, они уже давно устаревшие. И молодежь, мы новые политики, да, мы можем привнести гораздо больше нового и помочь этому альянсу не просто пройти в парламент, а получить большинство. Я лично своей тоже задачей предвыборной гонки ставлю то, чтобы мы благодаря использованию новых подходов, благодаря использованию новых технологий не просто стали меньшинством, да, которое еле-еле проходит в парламент, а стали большинством. Это много будет зависеть от того, как будет работа выстроена нашей командой, но, по крайней мере, у меня такое видение есть. Я надеюсь, что
благодаря нашей профессиональной команде, я не только говорю о людях, которые вот, как политические лица, да, а сейчас вот именно выстраивается такая бэк-офис команда, да, которая будет сейчас очень многие вещи пересматривать, переделывать, и мы имеем такие амбиции стать партией, которая возьмет большинство, которая сможет сформировать правительство из профессионалов на основе меритократии, да, то есть привлекать только профессионалов. И это позволит сохранить институт парламентаризма, вернуть уважение и доверие к парламенту и ко всем демократическим процессам. Я 100% поддерживаю вот те идеи, которые говорил Эмиль Баке по поводу того, что мы должны биться за наш суверенитет, то, что мы должны иметь очень хорошие отношения не только с Россией, но и со всеми странами мира. Мы должны иметь очень много союзников. И самое главное, я действительно хочу, чтобы мы, благодаря поддержке широких слоев нашего населения, начиная от городских, заканчивая сельскими, фермерами и так далее, да, мы могли, благодаря такой большой поддержке народа, сломать эту гнилую систему, чтобы мы убрали все лишние барьеры, которые мешают развитию нашего общества и бизнеса, и в том числе. Лично для себя последние события в моей жизни, особенно смерть моего отца, это стало последней каплей. Я вообще, да, то есть до этого, если я сомневался, там, идти в политику или оставаться только в бизнесе, там, просто быть каким-то гражданским активистом, выходить на митинги, что-то там написать в Фейсбуке и так далее, я понял, что у меня больше нет выбора. Надо просто идти и ломать эту систему. Иначе нас ждет очень печальный конец. Ждать еще 5 лет — это очень нерационально. Почему? Потому что, скорее всего, через 5 лет моих союзников, моих единомышленников станет еще меньше. Вот если мы вернемся на 5 лет назад, у нас была бы еще более сильная команда. 10 лет назад вообще супер Dream Team можно было создать, да? Но с каждым годом отток грамотного населения, отток таких сильных людей, профессионалов своего дела увеличивается. В целом появляется какой-то нигилизм в обществе, недоверие ко всем процессам, идет разрывы внутри общества, там, мы начинаем делиться, сегментироваться очень сильно, там, городские, сельские, религиозные, нерелигиозные, там, по разным идеологическим каким-то вещам мы делимся. Я думаю, что наше объединение — это символ компромисса, символ объединения. Хватит делиться маленькой нашей стране, хватит делиться маленькому нашему народу. Нам нужно объединиться, потому что у нас есть очень много общих врагов. Да? Всегда в истории кыргызы объединялись, когда появлялись сильные враги. Я думаю, что мы должны это понять, что мы друг другу не враги, мы должны объединиться ради того, чтобы сохранить наш суверенитет, ради того, чтобы мы имели сильные позиции свои, ради того, чтобы мы могли создать по-настоящему новую нацию. Да? К сожалению, я понимаю, что со времен распада Советского Союза у нас была возможность создать эту нацию где-то до 1999 года, но, к сожалению, мы не успели создать эту нацию. И потом влияние внешних сил, по сути, забирало у нас с каждым шагом наш суверенитет, и мы сейчас находимся на обрыве. Это все, это такая последняя черта. Дальше ждать уже нет смысла. Да? И нам нужно сейчас сформировать действительно национальную политическую элиту. Да? И я надеюсь, что наше объединение сможет вокруг себя собрать еще больше прогрессивных сил. Я очень хотел бы, чтобы наше гражданское общество не высмеивало наше объединение, не ерничало, не говорило, что вот вы там такие-такие, да? А наоборот, давайте поддержите нас, вы молодых, новых лиц, да? Чтобы наше влияние внутри, наш вес внутри этого политического союза был увеличен.
И я сейчас, уже находясь внутри этого корабля, я понимаю, что лидеры старой формации, они тоже этого хотят. Они просто хотят передать эстафету. И не надо их демонизировать. Я вот, уже вижу это изнутри. Да? Просто надо брать лидерство. Это вопрос всегда лидерства. Лидерство это не слова, лидерство это не критика, лидерство это действие. Вот если мы сейчас много будем действий делать, которые будут нас приближать к нашей цели общей, то тогда все, Атамекен это не будет только Текебаев, да? Атамекен это будет совершенно новая сила, которая по-настоящему создаст вот этот наш Атамекен, да? нашу родину, независимую и сильную, процветающую, и это будет та страна, где каждый кыргызстанец, и не только, может быть, много будет у нас экспатов, которые захотят приезжать в страну и реализовывать свой человеческий потенциал. Нам очень важно, чтобы в нашей стране как минимум вот эти здравоохранение и образование должно быть на очень высоком уровне. Когда, допустим, у меня есть мечта переехать жить на Иссык-Куль. Там вот единственное, какие вопросы у меня возникают, да, сомнения, это то, что там нет хорошей школы и то, что там нет хорошей медицины. Вот это социальный блок. И вот там реформы можно делать очень быстро. Мы должны делать все реформы по тому пути, который Грузия уже показала, но с особенностями нашего менталитета и вот с какими-то адаптировать под наши условия. Но однозначно то, что мы можем это сделать, то, что за короткое время, не надо нам ждать чего-то там в 2025 году, не надо нам ждать там какого-то идеального мира в 2030 году. Мы уже должны иметь гораздо такой большой прогресс и изменения уже в 2021 году. Да? То есть мы, вот, по-моему, у эмира, да, Дубаев, у него есть очень хороший вот этот. Я не хочу говорить, чтобы мой народ жил хорошо в будущем. Я хочу, чтобы мой народ жил хорошо в настоящем. И я вот лично разделяю вот этот подход. Не надо ждать изменений в будущем. Давайте вот, и про нас тоже, про молодежь всегда говорят, молодежь — это наше будущее. Нет, мы не будущее, мы настоящее. И вопрос просто в ответственности. Кто готов брать на себя ответственность, тот и пусть начинает эти изменения. Я лично для себя решил, что я готов, у меня хватает духа, я не боюсь Матраимова, я против него уже там до конца пойду, не только против Матраимова, но и всех тех, кто будут поддерживать вот эту старую систему. Неважно, это будет Матраимов или другие, но до тех пор, пока мы не сломаем эту систему и не построим новую, где каждый кыргызстанец сможет развивать свой человеческий потенциал, я лично не успокоюсь. Это все, это дело принципа, и я готов на это поставить свою жизнь. Телег, спасибо большое. Многое стало понятней. И я хочу сказать, что когда вы говорите «мы», и когда вы говорите «я», это очень контрастно. Потому что когда вы говорите «я», это очень энергетично, и это понятно. И с теми примерами, которые вы проводите, про Иссык-Куль, про отца, и невольно отзываешься на все это. Как только вы говорите «мы», закрываешься от этого. Мне кажется, это очень важный момент. И хотелось бы пожелать, чтобы вы были не объектом политики в этой партии, политики вообще, а были субъектом политики. И пусть будет вашего «я» сейчас больше, несмотря на все те компромиссы, в которые вы заходите. Хочется пожелать вам успехов, и хочется видеть вас таких, как вы, в нашем будущем парламенте. У нас осталось полчаса. И мы открываем дискуссию. Только 5 секунд. Мы с Эльвирой любим спорить, и как же сегодня без этого? Я думаю, что когда берешь ответственность, когда рискуешь,
когда о трудностях говорить «я» — это оправданно. Но не всегда говорить «я» — это оправданно, мы это все сами прекрасно знаем. Когда это касается не рисков, а чего-то другого, то говорить «мы» — это умнее. Поэтому просто давайте учиться разделять, где «я», а где «мы». То есть не всегда, не всегда. Надо разделять. И спасибо за то, что когда речь идет о рисках, ты умеешь говорить «я». С этим я согласен. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Эмиль. Вы знаете, когда Телек сказал очень важную вещь, которая является концептуальной рамкой нашего разговора. Договороспособность. Да, вы правы, Телек. Прогрессивных людей становится все меньше. 5 лет назад их было больше, 10 еще больше. Многие уезжают, многие утихают, и нас становится... По большому счету, прогрессивные люди становятся сами маргинальной группой, потому что они уменьшаются. И это очень важный момент. И второй момент, что прогрессивные, самодостаточные люди гораздо меньше договороспособные, как бы вот так повелось, чем люди криминала, скажем, чем люди серой зоны. И это тоже слабый момент. И когда мы говорим про выборы в этом году, когда мы говорим про политику и будущий парламент, нам надо понимать, что вот эта вот решимость и договороспособность, и компромиссность, и пусть то самое «мы», о котором сейчас говорит Эмиль, будет больше, но просто, но это уже действительно пограничное время. Сегодня пограничное время. Мы теряем и суверенитет, мы теряем и свободу, и многие там, экономические, социальные и другие показатели. Поэтому можно сидеть, скакнеть всем Фейсбуком, Твиттером и прочее, но это просто необходимо. И в этом смысле вы и ребята, которые вошли в Атамекен, при всех сложностях это ролевая модель. И, может быть, еще у нас есть время, когда мы увидим такого же рода поступки, потому что торги идут, и договоры идут на сегодняшний день. Как вы думаете, коллеги, что нужно на сегодняшний день молодым людям, пусть это будет довольно широкая такая социальная группа, и даже не возрастная, вообще прогрессивным людям, чтобы мы увидели изменения в этом стране, в этом государстве, чтобы просто, вот задаю очень прикладной вопрос, чтобы в следующем парламенте мы видели как можно меньше ченкириков и больше людей, которые действительно будут формировать наше будущее, наши законы. Есть ли у кого-то мнение? Мирсулджан? Ну, может быть, этот момент тоже покрою, да? Кстати, у меня тоже вопрос есть к Телеку. Может, я даже задам, чтобы пока Телек подумал. Сейчас начало июня, середина июня, да, еще есть время для смены всех конфигураций, блоков. В Атамекене, в новом блоке, да, сформирован, ну, вот ты и говорил, сформированы списки. Но торги-то будут идти, да? Вот мне интересно, теперь следующие торги, это, наверное, уж точно не будут молодые, потому что, в принципе, Джанар, Ильдар, ты, Сейтек, другие, то есть в определенном смысле молодых для лиц они взяли. Следующие торги должны быть с уже другими лицами, наверное, совершенно другой конфигурации. И мне просто интересно, насколько вы готовы потом внутри отстаивать ваше место, вашу роль, да, и чтобы какие-то споры о месте в списках тоже потом разлад в самом блоке не внес, да, может быть, как минимум к этому надо быть готовым, если Атамекен будет дальше тоже обсуждать какие-то блоки. А так, в целом, мое восприятие какое, да, вот сейчас есть несколько партий, чьи имена мы знаем, да, например, тот же самый Мекен Ынтымағы, Биримдик. У меня ощущение, что у них мест нету. То есть огромное количество кошельков, огромное количество людей, они сразу же бросили все свои партии, как всегда, да, то есть были в Алга-Кыргызстан, в Акжоле, в СДПК, и теперь надо там быть, да. И они уже там не помещаются.
То есть это огромные деньги, резиновые деньги, которые вся эта партия вместе с их финансистами будут пускать на выборы. Эти же люди будут идти еще в другие партии. То есть это даже не будет всего 2 партии кошельков, да? Это будет больше, чем 2 партии кошельков. И к этим кошелькам добавляются еще другие ресурсы, начиная от административного, красного, черного и тому подобное. И вот с кем придется бороться нашим друзьям, нашим знакомым, или даже тем, кого мы не знаем, но по ценностям близки, да, то есть получается вот эта война, битва на выборах, она будет сумасшедшая. И действительно, как с самого начала говорится, да, сейчас биться и первые впечатления портить на всю страну, это действительно неразумно. Напротив, с самого начала каждое объединение разумных сил, которые не являются наихудшим злом, да, наверное, это нужно не только лично поддержать, но и публично, да, то есть это общий комментарий, и к этому же относится, вот как вы задали вопрос, да, что делать, чтобы новые лица, прогрессивные лица разных возрастов, но те, которые не относятся к нынешнему бомонду, да, к нынешней культуре партийной, политической, для которых ни ценности, даже ни названия не являются преградой, им главное оставаться там, потому что на самом деле, почему эти выборы тоже ничего не поменяли, потому что в стране пока ничего не изменилось, тем бизнесом, может быть, некоторые хорошо работали, но в большинстве своем не очень, может быть, но им приходится защищать свой бизнес, и одним из самых основных и единственных даже решений получается парламент, и они туда и идут. Единственное, не хватает им интеллектуальных ресурсов для того, чтобы это делать, наверное, как-то лучше, во благо всей страны тоже, да, и поэтому пока мы видим то, что мы видим, и вот их поменять с их кошельком, с их таким упорством, и как только они под властью или под теми авторитетами, вот у них, наверное, тоже дух на выборах, на конкретном участке тоже непробиваемый, чтобы наши новые лица, да, сохраняли дух, понимали, наверное, когда и как это лучше сделать, и чтобы ошибки первые в этой гонке и в парламенте, чтобы они не были большими, ну и поучились у других тоже, да, потому что, к сожалению, уже сколько лет альянсы всегда были, даже на прошлых выборах был альянс, та же реформа, да, была в Раже, Джан Имун был в Атамикене, обещания о передаче лидерства или о коллегиальности те же. То есть пока что с теми политиками, о которых идет речь, с ними не сильно изменилась ситуация, но я полагаю, что в стране изменилась ситуация. И благодаря тому, что в стране изменилась ситуация, у нас тоже есть возможность нашего, да, нашего Зеленского, нашего Саакашвили, но не в одном лице, а в лице многих людей, которые должны пойти от разных партий, и мы должны поддержать каждого из них, как минимум не партию, да, а наших людей внутри, чтобы это была поддержкой для них, когда враги, оппоненты, просто те оппоненты, которые есть, они не воспринимают их оппонентами, да, они будут по-другому воспринимать, поэтому, мне кажется, каждая наша поддержка очень важна. Я извиняюсь, я этим много Да, сказал. Мирсудян, но, к сожалению, у нас еще нет преференциальных списков, когда мы могли бы выбрать, когда бы упростилась наша задача, может быть, мы к ним идем. И вдогонку хочу, мне кажется, что это об одном, но тем не менее. Вчера у нас был кейс
которые я обозначила для нашей политики, дилемма Сапара Исакова. И это очень драматичный кейс, ну, на мой взгляд, потому что это тот самый молодежь, та самая молодежь, или то, как их обозначал Атамбаев балашками, и по сути, по большому счету, если говорить о большом компромиссе, то сейчас большие партии с большими финансовыми мешками набирают себе балашек. И здесь для молодых людей большая дилемма, как удержать этот баланс, как не стать марионеткой используемой, и при этом как наоборот использовать этот шанс, чтобы стать политиком и дистанцироваться. И это большая школа и большая дилемма. И в этом смысле, на мой взгляд, чем больше людей шло бы туда, и тем больше возможностей у них было бы, потому что уже там, в парламенте, они могли бы создать свою коалицию. И мы можем говорить о перспективах дальше. Безусловно, попытка съесть таких молодых людей будет всеми ресурсами, которые обладает партия. И поэтому очень сложно слышать тот компромисс, о котором говорит Телек, потому что те 5 лидеров, которых мы видим и которых вы называете, это очень противоречивые люди. Каждый из них противоречив. И по тем ценностям, ну, как минимум, которые перечислил Эмиль, там далеко не единая точка зрения. И вот вопрос стоит, вопрос договороспособности. Насколько мы, общество, готово поддерживать таких людей. Ведь даже решение Телека очень сильно обсуждается, и я понимаю призыв Телека, чтобы гражданское общество не кидалось на него, а его поддержало. И может быть, мы этим летом увидим еще такие компромиссы, и, может быть, нам нужно самим выработать свою собственную тактику по отношению к ним, и не бросаться на них так оголтело. Вот, это был вопрос, Телек. Наверное, Мирсулджан ждет ответа. Если есть еще какие-то мнения, я прошу высказаться. Единственное, ограничиваться 2-3 минутами. Спасибо. Хорошо. Так, возвращаясь к вопросу Мирсулджана насчет того, что торги будут продолжаться и, возможно, придут еще новые лица, там, которые не лицами, ну, условно говоря, золотые. Я сейчас уже потихонечку начинаю понимать лексикон, который там используется в политических кругах. Раньше я это не знал. Вот. Но смотрите, первые мои заявления это вот, про поводу того, что мы оппозиция, первое, да, и второе то, что мы будем бороться с Матраимовым. Это вот, это все, это фильтр такой был, да. Многие сейчас побоятся идти в оппозиционный блок, те, кто имеет не совсем чистую бухгалтерию, да, условно говоря. То есть, многие сейчас побоятся идти против власти, многие сейчас побоятся идти против Матраимовых. И я думаю, что само наше позиционирование — это уже гарантия того, что в эту партию не придут явные какие-то коррупционеры. Да, это будет их отпугивать. Они, все коррупционеры, ринутся в Беремдик и в Мекеним Кыргызстан, и в Кыргызстан. Вот, в партии власти, где есть гарантии, где есть защищенность. Вот. По поводу того, что, да, могут в партию прийти просто денежные люди, у которых там более-менее там чисто какая-то репутация, но по нашим внутренним договоренностям вот первые наши люди, которые вот я писал, да, там 5, она не будет меняться. Мы в любом случае будем оставаться. Единственное, конечно, там есть свои определенные условия. Мы должны будем тоже показывать свой результат. Это не так, что ты ничего не будешь делать и сразу там гарантированно. Да? То есть нам тоже надо будет бегать. Нам тоже надо будет иметь определенные голоса, получить. Да? Но я думаю, что это такой... Для меня это просто проект, который нужно будет реализовать, и какие-то голоса обязательно, я думаю, что мы соберем. Так, еще хотелось бы в дополнение сказать то, что почему еще мы пошли на это объединение, это потому что в 2010 году, оказывается, временная власть, она пошла на поводу у вот этих революционеров, людей, которые, там, может быть, без высшего образования были, но просто имели вот этот дух, да, и пришли и что-то сделали, там, имели какие-то жертвы, да.
И вот этот компромисс и допуск этих людей к высшим позициям государственной власти привел к нынешнему политическому кризису и привел к кадровому кризису. То есть сейчас у нас мы понимаем, что вот это Майне и там Сексалют, да, это как раз-таки последствия того, что пошли на поводу у определенных маргинальных групп. Сейчас нынешняя власть заигрывает с религиозными деятелями, вообще с религией заигрывает. Да? И если мы просто подводим аналогии, что куда мы можем таким образом пойти, то тогда вопрос будет в целом вставать о сохранении светскости. То есть и тут у нас есть несколько вариантов. Сейчас идет трансфер криминальным структурам, ребяткам из 90-х годов, да, то есть вы даже можете по лексикону их понять, которые сидят в Джоркинеше. И есть также понимание того, что там Чуба Хаджи, к примеру, это самый влиятельный среди молодежи человек, да. И когда вот это все всем надоест, в какой-то момент такие же люди, как там Чон Казат, они могут уже выходить с какими-то флагами агрессии, уничтожения там интеллигенции, уничтожения богатых людей каких-то, да, в целом. И вот это очень большая опасность. И тут стоит вопрос сохранения суверенитета и вопросы сохранения там, вот этой демократии нашей. Поэтому наша задача сейчас вот именно объединить все прогрессивные силы, просто понять, с кем нам нужно объединиться. Обязательно нам нужно идти будет на компромиссы, иначе без компромиссов. Отдельно у нас ни у кого не будет шансов. Мы знаем опыт там, «За жизнь без барьеров», когда они, оказывается, потратили около $150 тысяч на городских выборах, да, ну, если я не ошибаюсь, так мне говорили, да, и получили там 2200 или 2300 голосов. Это вот показатель того, что городская партия не смогла получить голоса в городе, да, а мы тут уже не можем, ну, не говорим о регионах. Поэтому вот это такое объединение, это, я считаю, что как воздух нужно нашей стране, и мы должны вот именно флаг вот этого объединения сейчас поднимать. Нам нужно объединяться различным группам, но самое главное понимать, какая у нас цель. Вот нас должны именно цели сейчас объединять. Возможно, где-то по ценностям мы даже не будем совпадать, но цель, это вот генеральная, одна общая цель нас сейчас должна объединить, это сохранение нашего суверенитета и демократии кыргызской. Это то, что у нас есть, да, и все, у нас больше ничего нет. И потом вместе уже мы сможем там, находясь различными, возможно, там, методами, усиливать наше государство. Спасибо большое, Утилек. Скажите, пожалуйста. Можно еще добавлю? Вот, помните, по-моему, это слова Уинстона Черчилля, да? Умные люди очень сложно договариваются, да? А глупые люди легко договариваются. Но пока умные не могут договориться, глупые объединяются и вешают по отдельности умных. Да? Это вот история показывает. И мне кажется, то, что мы должны где-то отбросить какие-то мелкие несостыковки, какие-то вот мелкие вещи, обиды, там, личные симпатии или антипатии. Вот это все должно уйти на второй план. Мы должны вот сейчас, самое главное, профессионалов объединить и вот выстроить работу в государстве на принципах меритократии. Потому что по-другому, вот последние годы у нас огромный дефицит бюджета, у нас внешний долг увеличивается с каждым разом. Все это вот, системные кризисы во всех органах управления. Поэтому у нас нет другого выхода, мы должны просто дать понять, что это жизненно необходимо приводить профессионалов к власти. И я не считаю себя профессионалом там, сильным, да, но я знаю, что у нас очень много есть профессионалов. И просто, может быть, мы вот возьмем вот этот дух, да, сломаем вот эту старую систему и просто пригласим и откроем дорогу для профессионалов, чтобы они уже помогли грамотно управлять тем, что у нас есть. Лик, а что такое дух?
Когда вы говорите дух, вы какой смысл туда вкладываете? Дух — это решительность и непоколебимость в достижении поставленной цели. То есть, если там кто-то будет пугать, там черные придут, криминал придет, там будут нас избивать или еще что-то, там, или там государственные органы будут звонить, пугать, да, что-то говорить, там, не знаю, покушение будет на убийство и так далее, несмотря ни на что, нужно идти до конца. У меня шестой отец в 1847 году вот как раз-таки был предводителем своего племени на тот момент. Они тогда тоже объединились, и их было в 3 раза меньше, но они выиграли вот, нападающую сторону, да, и сохранили вот эти земли, и сохранили человеческие жизни, дали возможность нам, потомкам, вырасти на своей земле. И когда у меня были сомнения и мысли о том, что, может быть, надо уехать, может быть, все надо бросить, вот такое, я всегда чувствую присутствие моего шестого отца, его звали Кашкар Батыр, это вот он прям официально в истории есть. Я вот его потомок, и я понимаю, что это большая ответственность. То, что он нам передал как мурас, как наследство, мы должны тоже передать, в свою очередь, нашим потомкам. И ну, вот, как бы я прям все время чувствую присутствие моих отцов, предков, и я думаю, то, что они мне говорят: Тилек, ты тут из-за каких-то мелочей, тебе тут некомфортно, там еще что-то, ты пугаешься, ты боишься, ты хочешь идти назад, ты хочешь уйти от поставленных целей, да ты слабак, да ты предатель, да, то есть вот какие-то такие голоса я слышу, да, и я понимаю то, что я не должен предать вот то наследие, которое нам передали наши предки. И нам просто сейчас нужно быть готовым отдать все самое последнее для того, чтобы мы действительно сохранили наше государство, передали нашим потомкам. Честно, я уже ничего не боюсь. Я как бы в этом плане, в плане достижения вот этих поставленных целей готов пойти до конца. Что ж, Тилек сегодня с нами в этой нашей дискуссии, и, может быть, в Кыргызстане олицетворяет молодого человека, который решился идти в политику, который заявил об этом вслух, который говорит об этом и заявляет, что у него есть дух. Я предлагаю, у нас осталось буквально 5 минут, я предлагаю в лице Тилека такой, как собирательный образ, не просто там Тилек Тагазиев, а как молодому человеку, который все-таки решился, который идет туда, ну, буквально по полминуты высказать свои пожелания. Если вы не возражаете. Эмиль, наверное, начнем с вас. Только вам надо подключить звук. Да? Я возражаю, мы же так не договаривались. Это же не предвыборная зум-встреча в честь Тилека Тагазиева. Давайте мы это оставим для другого случая, для других отношений. А сейчас продолжим нашу заявленную встречу чисто вот как люди, которые понимают, что происходит, или хотят понять, что происходит, и хотят выработать, поделиться своими отношениями к происходящему, и, может быть, помочь друг другу выработать более контрастное, более яркое, более прозрачное понимание и, может быть, более главные вещи. Да? Сейчас самое главное перед нами стоит возвыситься. Люди это один из ресурсов для достижения чего-то главного для населения, для народа, для земли. И вот нам, наверное, надо всем потихоньку взрослеть, и если мы выросли на советской идеологической, на коммунистической идеологической основе, сейчас вот все-таки обретать больше, в первую очередь, суверенитет вот здесь. Что нам важно для отдельного человека? Я уже проговаривал. Мы отличаемся от всех частей, от прогрессивных частей земного шара тем, что там каждая человеческая жизнь – это есть высшая ценность. И она, кстати, начиналась как первая ценность во многих религиях. Это тысячелетия вперед люди поняли, что для сосуществования нужно сперва
отношение к жизни человека возвысить и договориться. Не убей, допустим. Вот, и в нашей стране, ну, в колонии это не бывает так, чтобы умели дорожить человеческой жизнью, но самое страшное, это вот после 1917 года, и до сих пор мы размениваемся о человеческой жизни. Ну, а все остальное, это уже то, что мы поделились, и этого на сегодня достаточно. Это суверенитет и демократия. Так вот, да, это лучше. Не обязательно тыкать пальцем сейчас, и не обязательно петь дифирамбы, и не обязательно это вытирать сопли или там подгузники, менять. Сейчас, наверное, самое лучшее, что мы можем сделать, это говорить о главных вещах, об очень-очень главных вещах, настолько, насколько мы сможем договориться, об очень принципиальных вещах. И если мы сможем это проговаривать, формулировать и договариваться, то это и есть самая лучшая поддержка друг другу. Ну и дальше уже само собою, без соплей, само собою определиться, кто берет на себя ответственность, кто берет на себя риски и кто предлагает себя как выразителя наших умов, настроений и чаяний. Пусть это будет даже в закладке. Нам не обязательно поднимать за это тост. Вот так я предлагаю. И в последующем тоже все наши разговоры оттачивать вокруг главных вещей, принципиальных вещей для всего населения Кыргызской Республики. Для свободы и независимости. Ну и, конечно же, опять же, возвращаясь к тому, что у нас жизнь человеческая ничего не стоит. А в прогрессивной части земного шара именно вокруг этого строятся все разговоры. О первичности, ценности человеческой жизни. Спасибо, Эмиль Саттарович. Мы открыты. Да, сразу по отчеству. Давайте определим, что такое главное. Для кого-то главное это... Мы открыты, давайте предлагайте список этих главных вещей, мы будем об этом говорить. Безусловно. И, безусловно, очень важно вообще говорить, вообще беседовать, пока мы имеем такую возможность, которая все больше и больше сужается, пока мы имеем. Давайте поговорим. К сожалению, у нас осталась 1 минута, может быть, мы не проговорили что-то очень-очень важное. Мы открыты, если есть предложение от кого-то по новым темам, по новым топикам. Все только начинается, если мы говорим о политическом строительстве, партийном в 2020 году. Но позвольте мне все равно поддержать всех молодых людей, которые в этом году будут идти на эти компромиссы и политические партии. Я надеюсь, что их будет больше. Я надеюсь, что среди наших сегодняшних участников и слушателей они также есть. И здесь очень важный момент, что мы теряем время, мы теряем все ресурсы, не только свои личные, не только мы теряем страновые ресурсы, мы теряем саму страну, она становится меньше, слабее и прочее. И если вдруг у вас есть эта решимость, если у вас есть ощущение этого духа и какой-то внутренней очень важной поддержки, то, может быть, мы об этом поговорим в другой раз, может быть, мы сузим тему, но отказываться от попытки что-то изменить в этой стране не стоит, потому что сегодня было очень странное, не сегодня, как в интернете ходит ролик с нашим известным Аджи, который говорит, очень довольно пошлый, который говорил о том, что за 1000 сомов люди определенной профессии терпят сутки, час, а мы терпим 5 часов, и он возмущался. Не знаю, он больше знает, наверное, эту тему. 5 лет, но... 5 лет. 5 лет, да. Но вот сейчас действительно точка бифуркации, сейчас действительно пограничное время, и у нас все меньше ресурсов. Давайте попробуем что-то изменить. Спасибо большое. Мы открыты для всех. Если у вас будет желание поговорить на какие-то определенные темы, мы открыты. Вы можете писать нам в дискуссионный клуб УК, САВА, в Академию гражданского просвещения. Спасибо большое.